Лариса, сега значи ја канам Елена Лукашанец, таа ќе се поврзе преку Zoom. Мислам така. Елена, добар ден. Добрый день. Прежде всего, мне хотелось бы выразить глубокую признательность нашим славянским коллегам, организаторам конференции, за возможность присоединиться онлайн и выступить на конференции, присутствовать на которой мы не можем по независящим от нас причинам. Итак, дорогие коллеги, судя по программе, едва ли не треть всех докладов на нашей конференции посвящена словообразовательным гнездам. И это неудивительно. Словообразовательное гнездо действительно одна из наиболее важных и активно разрабатываемых в современной лингвистике комплексных единиц словообразования. Оно, как напомнила сегодня в своем докладе Евгения Карпиловская, является средством систематизации лексики, служит основой типологического описания словарного состава любого славянского языка. Важность понятия словообразовательного гнезда для славянского словообразования ставит на повестку дня вопрос о приложимости этого понятия также и к социальным подсистемам языка. Ведь именно в субстандарте тенденции развития языка реализуются в полной мере, заставляя исследователя искать новые пути определения сути данного понятия. Между тем, словообразовательные гнезда в социолектах не получили должного освещения, несмотря на довольно значительное число исследований, посвященных социолектной деривации. Поэтому в нашем докладе мы ставим своей целью попытку описания проблем построения словообразовательного гнезда применительно к социолектам. В качестве материала исследования мы привлекаем лексику русскоязычных криминальных арго, источники которых мы уже в свое время описывали 12 лет тому назад. Основные способы социолектной номинации в целом совпадают с номинативными способами в языке вообще. Это лексическое заимствование из других языков, словообразование, то есть морфологическая деривация, и появление нового значения у общелитературного слова, то есть семантическая деривация. При рассмотрении морфологической деривации важно иметь в виду, что социолектизмы могут быть образованы как от других социолектизмов, так и от слов общелитературного языка. Например, в русском криминальном арго курсальник, столовая относим к внутриарготической деривации. В арго курсать – это есть, кушать. А отлежник, камера для нарушителя режима, к внеарготической, оно образовано от общелитературного отлежаться, отлеживаться. И еще одно важное замечание, последнее замечание здесь. Мы не будем проводить различия между рядами терминов, мотивированные производные, мотивирующие производящие и так далее. Будем употреблять их синонимично. Исходными словами, как бы вершинами в крупных объединениях арготизмов, которые предполагается рассматривать как гнезда, могут являться как арготизмы, так и слова общелитературного языка. Обратимся вначале к первым. Они, в свою очередь, могут быть двух типов. Во-первых, это арготизмы, являющиеся немотивированными словами. Чаще всего это заимствование. И во-вторых, это арготизмы, представляющие собой результаты семантической деривации. Рассмотрим вначале первый тип. Немотивированные арготизмы, заимствованные или слова с неясной этимологией нередко образуют словообразовательные гнезда. Ну вот перед вами не очень большое гнездо,
но тем не менее гнездо немотивированного орготизма фуфло. А иногда бывает такое, что такие орготизмы образуют очень большие, довольно большие словообразовательные гнезда. Это гнездо с вершины тыриц. Я не указывала здесь значение слов, потому что гнездо большое и не помещается на слайд. Тогда бы не поместилось на слайд. И вот на самом деле при построении таких гнезд, в общем-то, как правило, не возникает особых проблем, связанных именно с социолектами. Другое дело, такие гнезда, которые в качестве исходных содержат орготизм, который является семантическим дериватом. Например, объединение с исходным словом «город», «магазин». Мы видим здесь 3 производных: город, городуха, затем идет городушник и, наконец, городушница. И возникает закономерный вопрос. Насколько связано это орготическое объединение, гнездо, с общелитературным? На наш взгляд, дело здесь не только и не столько в семантике орготического города и его производных. Первостепенное значение здесь приобретает несовпадение производных в арго, городуха, городушник, городушница, с производными в общелитературном языке. Там городить, городской, горожанин и так далее. Это и приводит, по сути, к разрыву связи орготического гнезда, объединения и общелитературного. Несколько другая ситуация возникает в случае, например, с орготизмом «вязать», «задерживать», «арестовывать». Здесь только часть производных не совпадает по форме с общелитературными словами. Это существительные «вязалка», «вязала», «вязалова», задержание. Остальные же 4, они обведены кругом, «вязка» и 3 глагола, в принципе, амонимичны литературным, хотя имеют свое специфическое значение, как мы видим, задержать, арестовать и задержание. Мы ранее называли такие случаи параллельной мотивацией, и вот таких случаев на самом деле довольно много. И вот на этой схеме, мне кажется, видно, что орготическое объединение, гнездо, лишь пересекается с общелитературным, и можно констатировать определенную степень их отдельности друг от друга. Однако в арго есть также другие гнезда, например, актив. Актив, дальше от него образовано активист и от него активистка. И вот в таких наблюдается практически полное вхождение орготического гнезда в общелитературное. Несколько отличается пересечение орготического словообразовательного гнезда и общелитературного в случае со словом «крестить». Для орготизма крестить в арго нет производящего крест. Можно сказать, что он, естественно, является семантическим дериватом, и слово «крестить» является исходным словом вершины данного орготического объединения гнезда. Префиксальные глаголы «окрестить», «закрестить» в арго и общелитературном языке имеют одинаковую мотивированность. То есть в этой части словообразовательного гнезда есть совпадение. Однако существительные крестить и крестный и крестник с одинаковым значением обвинитель, прокурор имеют иную мотивацию, нежели их омонимы в общелитературном языке. Я давала часть общелитературного вот этого гнезда по словарю Тихонова. А в арго мы видим совершенно другую ситуацию. То есть они оба, крестный и крестник, они образованы от глагола «крестить». Рассмотрим теперь объединение орготизмов, исходным словом в которых является общелитературное слово. Таковым, например, является вот орготизмы ампульник, ампулях, ампулярный.
Вообще, вряд ли здесь можно говорить, по нашему мнению, об эрготическом гнезде ампула. То есть вот сомнительно это. Сложная ситуация наблюдается и тогда, когда имеются и внутриорготические, и внеорготические производные, при том, что исходный орготизм представляет собой семантический дериват «висеть». Висеть. То есть мы опять же видим, что как бы словообразовательное гнездо в арго как бы разрывается на два. То есть, с одной стороны, мы имеем внеорготические висюля, висюха, виси, висяк, висячка, 5 названий навесного замка. Они все образованы от просто общелитературного слова «висеть». Замки, которые висят. А с другой стороны, два глагола «повиснуть», «подвиснуть», которые в арго имеют значение «оказаться задержанным». То есть от глагола уже арготического «висеть». Таким образом, по нашему мнению, существуют определенные критерии, способствующие или препятствующие спаянности орготического гнезда, его отдельности от отдельности. Самый важный критерий, на наш взгляд, характер исходного слова вершины гнезда. Если это не мотивированный орготизм, то спаянность гнезда в арго гораздо выше. Другой критерий – это наличие или отсутствие в словообразовательном гнезде параллельной мотивации. Чем меньше таких случаев, вот мы его помним, висеть, повиснуть, подвиснуть, так? Тем больше степень отдельности орготического гнезда. И, наконец, третий критерий – наличие или отсутствие полного копирования мотивационных связей и отношений, существующих в общелитературном словообразовательном гнезде, если, конечно, совпадают, если орготизмы амонимичны. Когда мотивационные отношения производности устанавливаются в арго совершенно с другим словом или словами, как мы видели в случае с крестный крестник, от крестить в арго, а в литературном языке от другого слова, так вот это тогда препятствует объединению гнезд в арго и общелитературном языке. Тем самым, на наш взгляд, отдельное существование гнезда в арго – это градуируемая категория, и можно говорить вообще о той или иной степени отдельности словообразовательного гнезда в арго, степени выделимости их для арго, что может быть показано ниже на вот этой шкале. На одном полюсе, как мы видим, это слева, объединение орготизмов, немотивированных орготизмов. Это гнезда в самом настоящем смысле этого слова. Именно за ними надо оставить термин словообразовательные гнезда. Типа тырить, как мы показывали, или фуфло, которое было в самом начале. На другом полюсе объединение, справа мы видим, объединение орготизмов либо полностью актив, либо частично крестить, включенных в общелитературное гнездо. Их отдельность как орготического гнезда нам кажется все-таки неправомерной. И между ними располагаются остальные рассмотренные нами объединения. Эти объединения очень по-разному взаимодействуют со словообразовательными гнездами общелитературного языка. Зоны пересечения с ними различаются, различны и отношения между элементами гнезд. Ну вот я предлагаю такие термины, не настаиваю на них, но во всяком случае они могли бы помочь в осознании факта такого рода явлений в социолектах. Спасибо за внимание.